Теутонцы утекают в свой Мальборг, в столицу, а наши вырашили немного бухнуть просто в гамон некий. Ну, подумайте. Это все равно, что выиграть олимпийские гульни цалком у всех. Как белорусская сборная как-нибудь просто обыграла всех на свете, и там и фигуристов, и хоккеистов, и на батуте. Лепи за всех. Так что у них была находа, конечно, и они начали скористовывать запасы алкоголю и закусок, какие были при этом. И пару дней они это все мочили, всю эту травму. Тем часом германцы вернулись у свой Мальборг, заняли там оборону, подрихтовались, наши пришли, было поздно, потому что уже была вельми моцна оборона побудована этого Мальборга. Они стояли 2 тижні, а наш хитренький Вітовт, і по верховності шаленої, это ми зараз наприкінці цієї гутарки висвітлимо, і він думає, а чого это я повинен зараз з братиком этот Мальборг возьму, ослабим зусім до повного нулю этих теутонцев, и тогда братик може, конечно, сами разумеете. Моцный братик станет зусім, забирайте свои поморы с этими, с гданьскими и так далее. Войско моцное, наших шмат побили, там больше, чем польских воевал. Это Витовт говорит, а видишь, братик, я, напевно, пойду, там, у меня дальше справа разноюсть у княжества, что я буду стоять, ты можешь один стоять. Я говорю, а я тогда так само. Ну и короче, спочатку Витовт дошел, потом той. Выники этой битвы были те, что вернули Жамойць, те вернули свои некие территории, и найвышейший был вынік то, что больше ніколи Теутонский орден не имел такой могутности и не мог диктовать свою мову гульні розним іншим європейським державам, у тим ліку і Великому княству Литовському. У этой дикой бойці для того часу загинула рекордная колькость людей на этой территории. 15 тысяч человек. Больше это были рыцари. Конечно, наши там нажили себе четко вельми. Потому что они все в богатом узброении вельми. Наши там, безумовно, озолотились с этой всей битвы. Молодцы. Помяркованные белорусы. Помяркованные наши продки. Ну и когда выбирать помеж тым и другим, помеж шаленством и помяркованностью, то у тых годы, безумовно, я схиляюсь все ж таки до некого шаленства. Потому что от княжецкого узроўню мы памятаем наших героев. Это Витовт светленький, это его братик, его польский король, это наш великий князь литовский. Ну, вельми натягнутые были зусім не помяркованные их адносины. Но это можно списать на то, что они такого высокого рода и титула. Но, ведаете, а поводжены вот так само народу в этой бойце. Хіба померкованы наши стояли и глядели? Наши хитрые были. Это іншая речь. Они долго чекали, пока немцы стояли на солнце у своих панцирах. А наши легенько были апрануты. Як я зараз прикладно только что какие-нибудь пластинки мели. А вы знаете, плевать хотели. Это там, как бы, стоять, париться, ну, ослабили. Обещаю вам рассказать сумную историю леса великого магистра Ульриха фон Юнингена. Но, правда, уже и нема что рассказать. Он загинул. И он загинул в этой битве. И он загинул в этой страшной Гродненской битве. Как загинули и все практично там великие маршалы ихние, все проводыры. Великий маршал, зараз повяжу шпаргалку. Фридрих фон Валенроде так само пал смертью храбрых на этом поле. Ну, и так трималося. А наш грач Витовт застався живым. Целенький, навіть не поранений. А Ульриха фон Юнингена забил некий просто зусім человек. Причем сказали, что забил дидой у шию. Так вот просто по-нашему, по-меркуному. Честно, все это извалился с коня, а тут его и... А может и на коне не достал. Такий ось сумний лес, хотя и героичный лес Спидера Ульриха. Ну, як, так и ходили. Просто. Не отводов никаких не было, поверьте мне. Ну где ты уже будешь в этой битве в туалет ходить? Коли на тебя целая конница, тяжко узброенная и мчись, ты по-любому сходишь в туалет. В любом выпадку ты сходишь в туалет. Там все шли в туалет, я думаю. Вся передняя линия. А Витовт не был на передней линии. Передняя вся линия, она одразу сходила в туалет. Может быть, конечно, пахом от
отполохать противника, но противник на это не куплялся. И он и сам в туалет, напевно, сходить. Поглядевши на то, як мочать татари нещасних поплечників. І просто некими варварськими абсолютно методами, не то, як сестись у битве на мечах, а раз арканом с коня, и хлоп, и до свидания, и ножичком перерезали его, и все нормально. Вот так вот наши воевали, померковные.